Всем привет, с вами Болот Тимиров, это видео жанр журналистики «Факт-чек», и сегодня проверяем новость о частной военной компании в Кыргызстане. Машины, оружие, снаряжение, солдаты, стрельба и грозное название ЧВК «Черный легион». Эти кадры обсуждались в соцсетях и в СМИ. В интервью изданию Вести КГ эксперт Мурат Бейшенов отметил, что классические частные военные компании в Кыргызстане вне закона. Существование такой компании, скорее всего, будет вне закона. Такой нам не нужно. Есть частные охранные агентства, которые занимаются безопасностью магазинов, банков, производств. А аналоги ЧВК Вагнера или Blackwater в Кыргызстане будут лишними. Источник Вести КГ. Но тем не менее, в описании на аккаунтах ЧВК Black Legion утверждается, что это частная военная компания именно из Кыргызстана. Бойцы с опытом работы в горячих точках, писали они. На сайте даже можно было оставить заказ на услуги. Но сейчас сайт уже не работает. Сам сайт Black Legion Army сделан на коленке на бесплатном шаблоне WordPress. Можно сравнить с тем, как оформлены сайты британских и американских ЧВК. Их явно делали разные люди. А сам домен blacklegion.army хостится на vidicina.ru, известном российском хостинге, на котором висели, в частности, домены Хамас. Что мы видим на кадрах видео? В первую очередь вертолет Airbus H-145. Точно такой же, как и вертолет МЧС Кыргызстана. Ну и, как мы знаем, арендовать его может каждый, были бы деньги. Более того, видео позволяет установить место съемок. Вертолетная площадка у заповедника Аларча, там, где базируются вертолеты МЧС. В одном из кадров мы даже можем увидеть номера машин. Они кыргызстанские. Один из них оформлен на другую модель машины, а по одному из них и вовсе нет данных. Использование подложных номеров машин является нарушением закона, в случае, если это не оперативные номера правоохранительных органов. Опрошенные нами эксперты сразу признали, что это не профессиональные военные. Более того, некоторые из них отметили, что и оружие, скорее всего, тоже не настоящее. Об этом говорят наложенные спецэффекты стрельбы, а также вылетающие из дула автоматов белые шарики, которые используются для стрельбы в страйкбол. А здесь можно увидеть, что человек на видео спускает курок автомата средним пальцем. Это одна из техник стрельбы в страйкболе, которая может быть травмоопасной, если бы оружие было бы настоящим. PMC Black Legion и адрес сайта указаны в аккаунтах ВКонтакте, Facebook, Instagram Ивана Гории. Он называет себя музыкальным продюсером, родом из Одессы. В марте 2024 года был в Казахстане и, вероятно, в Кыргызстане. Группа ЧВК в соцсети ВКонтакте была создана 9 марта, и владельцем группы является аккаунт Ивана Гория. У 30-летнего Ивана Гория огромное количество аккаунтов в ВК и других социальных сетях, но ни один из них, кроме названных нами, никак не связан с военной тематикой. Все посвящены продюсированию и музыкальным событиям. Я связался вместе с моим другом, очень великолепным промоутером Ваней Гория. У него Music of Style называется, у него агентство, компания, да. Однако никаких указаний на какое-либо отношение к Black Legion в большинстве аккаунтов нет. А последнее обновление у них от 2023 года. В совокупности с анализом видео и оценками экспертов можно утверждать, что либо видео спродюсировано при участии Ивана Гория, либо его аккаунты были тотально взломаны с целью связать сюжет о ЧВК с Украиной. Итак, к чему мы пришли? ЧВК как таковой официально не существует. Видео действительно снимали в Кыргызстане и даже арендовали вертолет МЧС. На видео были сняты
непрофессиональные военные со страйкбольными автоматами. И почему-то в соцсетях музыкального продюсера Ивана Гория появляются записи, что он владелец ЧВК. Не исключаем вероятности, что его аккаунты были взломаны. При этом создаются страницы и группы в социальных сетях и даже полноценный сайт на российском хостинге, к слову. То есть создается полная имитация деятельности частной военной компании. Но зачем? Любопытную информацию по Кыргызстану сообщает российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович. По его инсайдам, получить права на месторождение урана на Иссык-Куле жаждет французская ветка клана Ротшильдов. Клан пользуется поддержкой МИД и разведкой Британии. Все обнаруженные нами случаи, когда использовалась новость про ЧВК, это обсуждение сомнительными экспертами и блогерами якобы добычи семьей Ротшильдов урана в Кыргызстане. Российский эксперт Никита Менткович, много раз замеченный в пропаганде, ссылаясь в основном на анонимные и не имеющие подтверждения источники, пишет, что Ротшильды якобы привлекают британские и американские ЧВК, и что якобы они уже появились в Кыргызстане. По странному совпадению теперь появляется информация, что в республике появилась неизвестная группа, называющая себя ЧВК Black Legion, и были опубликованы видео ее боевых тренировок, пишет Никита Менткович. К слову, на новость о якобы добыче урана Ротшильдами ответил и Садыр Джапаров. Иностранная гражданка Анастасия Ахметова, считающая себя экспертом по Центральной Азии, сидя за границей, пытается подстрекать кыргызстанцев и провоцировать напряжение, распространяя ложную информацию. Эта женщина-блогер в своем видео сплела ложную информацию, такую как утверждение о том, что известная британская семья Ротшильдов якобы замешана в разработке урана в Кыргызстане, что в результате может привести к потере кыргызской жемчужины Иссык-Куль. Для того, кто анализирует, очевидно, что, притворяясь переживающей за нас, за наш Иссык-Куль, оно преследует свою истинную цель – подстрекать наш народ, посеять раздор. Но по частной военной армии в Кыргызстане наши власти ничего не говорят. После нашего видео правоохранительным органам следует как минимум проверить подложные номера, использованных при съемках машин, оперативные ли они или нет, как максимум выяснить, зачем и кому нужно было создавать полную имитацию деятельности в Кыргызстане частной военной компании. Мы и дальше будем проверять информацию на достоверность в рубрике «Факт-чек». С вами был Болот Темиров. До новых встреч. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.